Первый выпуск журнала «Абхазские каникулы» вышел в начале июля и уже покорил сердца аудитории. Основатель и главный редактор журнала – лингвист, автор идей проекта Рица Анкваб. Она отмечает, что первый выпуск «Абхазских каникул» достиг 1000 экземпляров и разошелся не только по Абхазии, но и за рубежом. Сейчас редакция ждет разрешения на распространение глянца в России, а также планируется перевод текстов на английский язык. Наш журнал о современной жизни, и вы даже удивитесь, у нас был план на год, да, выпусков, историй. Мы, конечно, смотрим немного с другого взгляда. И что происходит? По ходу подготовки первого-второго выпуска мы заложили столько сюжетов, что нам не хватает на годовой план. У нас больше сюжетов, чем мы вообще ожидали. Поэтому вы удивитесь, насколько у нас много историй, вы удивитесь, насколько нам много о чем поговорить. Как рассказала журналист Милана Жейба, у редакции есть желание освещать истории не только крупных предпринимателей и медийных личностей, но и небольших фермеров. Этот журнал будет интересен как местным жителям, так и гостям Абхазии. У нас очень интересные герои. Мы говорим об Абхазии не через призму политики или каких-то стереотипов, а через призму истории людей, аутентичных каких-то историй. И так планируется, что «Абхазские каникулы» это будет международно, чтобы весь мир узнал об Абхазии, об ее богатой культуре. Тараш Хакба подчеркнул, что «Абхазские каникулы» – это уникальный журнал, в котором освещаются не только вопросы туризма, но и осуществляется продвижение российских продуктов в Абхазии. При этом Министерство туризма планирует представлять глянец на различных международных выставках и форумах, как один из методов продвижения уже абхазских продуктов. И вот как раз-таки журнал «Абхазские каникулы» он на сегодняшний день нужен, так как наша инфраструктура, она начала развиваться такими большими шагами. У нас был открыт аэропорт, запустили новые поезда. И если вы побываете в других странах, там всегда аэропорт или, допустим, железнодорожный вокзал, он имеет информационный стенд. На сегодняшний день вообще для развития любого вида туризма и вообще развития туризма в стране это самая главная безопасность. То есть туризм развивается там, где все безопасно. И самое главное, что должен на сегодняшний день делать, на мой взгляд, как раз-таки журнал «Абхазские каникулы», это продвигать то, что в Абхазии безопасно, и сюда может приехать абсолютно любой турист, с любой страны, и его здесь встретят добродушно и радушно. Периодичность выпуска «Абхазских каникул» планируется 6 раз в год, соответственно, каждые 2 месяца. И уже существует план на ближайший год, который зависим от сезона и праздников. «Абхазские каникулы» являются тем достоверным ресурсом, который и в соцсетях развивается, так же, как и в печатной продукции. И если вы берете путеводители, социальные сети, как мы от них отличаемся? В путеводителях нет частной истории. В путеводителях нет той души, которую мы вкладываем в наши издания. Мы занимаемся имиджем Абхазии, мы показываем имидж Абхазии, мы показываем туристические объекты, но это не единственное, что мы показываем в нашем журнале. Мы берем частные истории. У нас есть рубрики, которые берут именно самое ценное из наших людей. У нас в первом издании есть рубрика «Хранители кода вечности», где мы опросили долгожителей, и вы такое не найдете в путеводителях. Вы не найдете столько информации, столько глубины в 39-секундном ролике на соцсетях. Следующий выпуск журнала должен выйти в середине сентября. Приобрести его можно на почте Абхазии, в АЗС «Подорожник», книжных магазинах центра столицы, в газетных киосках и других местах. Также есть онлайн-версия в соцсетях. Здесь дублируются колонки, записываются эстетичные видео и есть обратная связь. Алиса Атлейба, Инала Гухава, Абазат ТВ.